Да? Это не изменит его, хотя это правда. Я долгие годы над этим работаю, думал, как человеку объяснить, чтобы он начал чего-то изменить в себе. Он начал что-то изменить. А как изменить? Когда изменяется доход или изменяется качество жизни? Когда ты сам что-то изменяешь. Если ты в себе что-то изменил, доход изменяется. Если ты не изменяешь свои поступки и действия, доход не меняется. И ситуация не меняется вокруг. Вот, один долгая работа привела к этому очень интересную вещь. А потом это очень интересно, мне пришлось очень таким доступным колхозным языком объяснить. Чтобы любая, даже вот школьник пошел, понял, домохозяйка поняла, таксист понял. Чтобы любой человек мог понять и делать. И самое главное, чтобы это заставило его изменить свое поведение. Один поступок либо делает вас богатым, либо бедным. А вы будете его делать, если я сейчас расскажу? Кто будет готов делать? Правда? Я так пожелаю вам, чтобы вы были богатыми. Знаете, как классно богато жить? Это супер, ребята. Это правда. Обычно люди думают, что богато жить, это значит, ты тратишь налево-направо кучу денег. Нет, не это. Я вас разочаровал, да, сразу? Нет, сейчас придем к этому. Внимание, знаете, вот она. Один поступок, который отличает кардинально богатых от бедных. Это означает, что если сегодня вы этот поступок совершаете, либо идет в сторону богатства, если не совершаете, идет в сторону бедности. И это без доказательств, без спора, без ничего. Это просто факт, что хочешь, не хочешь, туда и дойдешь. Вот и все. Например, пожалуйста, внимание обратите. Оказывается, люди, которые остались бедными, и люди, которые нуждаются, даже не бедные, но нуждаются, первая половина жизни, они работают. И на заработанные деньги, внимание, первая половина жизни работают, и на заработанные деньги приобретают имущество. Кто-то из них называет это мечтой, а кто-то называет это необходимые вещи. Кто-то называет это достойной жизнью. Кто-то называет, что беда, это как без этого? Это же нужно, это должно быть, как иначе? Зачем тогда деньги? Но факт остается, что первая половина их жизни, они работают на заработанные деньги, приобретают имущество. Вторая половина жизни, они работают, зарабатывают, чтобы содержать это имущество. Дети растут, уже не помещается в эта одежда. Техника сломается, его надо заменить, ремонт надо заменить, здоровье уже что изнашивается, его надо постоянно ремонтировать. Ну, простым словом объясню. То есть получается, что когда уже тебе за 40, за 50, дальше не успеешь, потому что очень много забот появляется. И не успевают люди. И поэтому, вот такая интересная, да? Первая половина жизни работает, чтобы зарабатывать, но на заработанные деньги приобретать имущество. Вторая половина жизни зарабатывает, чтобы содержать это имущество. Вот так, как раз поступок совершает большинство людей, которые остались бедными, и люди, которые даже, то есть в нужде остались, не могли стать финансово свободными.